Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал один из недавних скандалов, связанных с ТОО «Косфосфат». Токаев рассказал о недавней проверке, которая выявила факты завышения цен для отечественных аграриев. Например, ТОО «Косфосфат» продавала значительные объемы удобрений аффилированной компании ТОО KZ Chemicals Trading House, которая добавляла до 30% торговой наценки, сказал он на расширенном заседании правительства. Напомним, в начале апреля АЗРК сообщила о начатом расследовании в отношении компании «Косфосфат». В ноябре 2021 года компания повысила цены на амофос со 125 тысяч тенге до 168 750 тенге. По сравнению с началом года увеличение цены составило 35%. При этом в январе 2022 года цена составила 185 625 тенге, по соотношению к январю 2021 года увеличившись на 48,5%. В результате компанию обязали вернуть клиентам 2,8 миллиарда тенге. Учредителями ТОО «Косфосфат» числится зарегистрированная в Нидерландах компания Казакмыс Resources B.V., а также сыновья экс-председателя Мажилиса Нурлана Нигматуллина, старший Нурхан и младший Нуржан Нурлановы, гендиректор компании Нурхан Нурланов. Только за 1,5 месяца текущего лета на заводе «Косфосфата» произошло уже несколько инцидентов, 3 из которых закончились гибелью сотрудников. Так, 9 июня на заводе минеральных удобрений на голову мужчины упал кирпич. От полученной травмы мужчина скончался в карете скорой помощи при госпитализации в больницу. 2 июля рабочие дробильно-сортировочной фабрики на заводе попали под жернова дробильной установки. На месте погибли 28-летний сварщик и 35-летний слесарь. 7 июля 42-летний мужчина упал с 19-метровой высоты, выполняя монтажные работы на территории завода «Косфосфат», и погиб. 11 июля в Таразе произошло задымление. Причиной неприятной ситуации послужила авария на заводе «Косфосфат» по производству минудобрений. В городе зафиксировали превышение нормы выбросов фтористых соединений.